Это кабинет приема температурящих пациентов. И, как мы понимаем, здесь отдельный вход. Отдельный вход для того, чтобы пациенты с вирусными инфекциями не пересекались с общим потоком пациентов. Амбулатория в Куюках сейчас ничем не отличается от городской поликлиники. Да и сама деревня с 800 человек уже разрослась до 40 тысяч. До недавнего времени жители обслуживали всего 5 медработников в ФАПе с двухкомнатную квартиру. Большинство лечились платно и в Казани. До этого дня медицинские услуги оказывали в небольшом ФАПе, который был построен еще в 2015 году. И, конечно, эта потребность, она давно назрела. И благодаря федеральной программе на сегодняшний день этот объект вводится в эксплуатацию. Новую амбулаторию построили за рекордные 9 месяцев по программе «Модернизация первичного звена» национального проекта здравоохранения. Трехэтажное здание рассчитано на 100 посещений в сутки. Оказывать услуги будут больше 20 врачей и около 40 специалистов среднего звена. Наверняка новую амбулаторию оценят даже дети, потому что здесь им точно не будет скучно. Пока малыш будет со своей мамой ждать очереди на прививку, он сможет или поиграть в игрушки, или посмотреть мультики. Примерно тут, наверное, 1010 детей. Самое вот такое было проблемное то, что они ездили в Пестрецы на медосмотр к узким специалистам. Вот. И сейчас будет плюс в этом, то, что они будут здесь. Уже с января жители смогут пройти медосмотр, УЗИ, рентген, сдать кровь на анализ, побывать на приеме у стоматолога, гинеколога, хирурга, офтальмолога, физиотерапевта, уролога. На сегодняшний день идет подбор кадров, и многие специальности уже набраны. То есть надеюсь в будущем, что кадрового дефицита не будет. По словам Марата Садыкова, кадровый вопрос остается одним из важных для всего первичного звена. Но в этой амбулатории проблем возникнуть не должно. Здесь есть преимущество кое-как, потому что многие наши медицинские работники живут именно здесь. И поэтому вопрос с кадрами не стоял. Мы практически набрали, мы перекинули, еще увеличили штатное расписание. Я думаю, этот объект будет работать в полную силу и с полным кадровым составом. По словам министра, поликлиникам, ФАПам и амбулаториям в этом году в республике уделялось особое внимание. Построены и достраиваются 34 объекта. В их числе и долгожданная поликлиника в Осиново и детская поликлиника в Дербышках. 14 учреждений были капитально отремонтированы. Еще 28 объектов будут построены в следующем году. 117 ждет капремонт. В Салават-Купере должны приступить к строительству многопрофильной поликлиники. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ, Пестричинский район.